dreams. I see you, I feel you. Этого экстравагантного певца зовут Кончита Вурст, настоящее имя Томас Нойверт. Именно он будет представлять Австрию на конкурсе Евровидения 2014, который пройдет в Дании с 6 по 10 мая. Сладкоголосый молодой человек принципиально выступает в женских платьях, при этом носит аккуратную бородку. По словам самого певца, его внешний вид – призыв к толерантности к людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Одним из первых официально за бойкот Евровидения и запрет трансляции выступило Тверское отделение общественной организации «Всероссийское родительское собрание». Руководитель главного отделения собрания пояснил позицию по скайпу. Гомосексуализм – это является психическим заболеванием. Вот. И как сегодня мы можем констатировать, оно повсеместно расширяется или, скажем, идет уже на уровне эпидемии по Европе. Родители выступают за то, чтобы вся информация, которая может, с которой дети могут столкнуться так или иначе, чтобы они были ограждены, чтобы она не влияла на их психику. В России действует закон о защите детей от вредоносной информации и запрете популяризации гомосексуализма. Но дело в том, что формально певец из Австрии ничего не пропагандирует. За него говорит его внешний вид. Показ номеров с участием подобных персонажей недопустим, отмечает руководитель отдела по работе с молодежью Тверской и Кашинской епархии Вадим Степанов. Россия – одна из немногих стран, которая на государственном уровне смогла сохранить традиционные семейные ценности, основанные на отношениях мужчины и женщины. Сам эпатажный вид, сам эпатажный образ, он уже говорит о том, что в нашем обществе могут присутствовать и такие персонажи, что в корне неверно. Это открытая пропаганда того, что как хорошо в наших, да, вот, скажем, в европейских странах, да, у нас допустимо все, а вы вот такие консерваторы, и мы должны на этом стоять. Да, мы консерваторы, да, мы за православную традицию, да, мы за те ценности, которые свойственны российскому обществу. Для целого ряда европейских стран участие Кончиты в конкурсе – дело обычное. Во Франции и Нидерландах, к примеру, разрешены однополые браки. Но конкурс Евровидения международный. В нем участвуют страны различных культур. Есть информация, что австриец хотел выйти на сцену главного песенного турнира Старого Света еще в 2012 году. Но ехать в Баку в таком виде побоялся. С моей точки психологической это нормально. Мне кажется, главное, чтобы было весело. Но все равно это же, он не делает выбор всей своей жизни, а лишь выступает. Я не поддерживаю. А почему? Это как-то неправильно. Люди должны быть такие, какие они есть. Я отношусь к этому всему нейтрально, потому что учусь на психологии, и мы к этому всему относимся с хорошей стороны. Поэтому я не против. Отрицательно. Все должно быть естественно. Я как-то, знаете, как демократичный вообще человек. Но это веяние сегодняшнего дня. Трансвеститы меня не интересуют абсолютно. Есть в этом вопросе и еще один нюанс. Образ мужчины, переодетого в женщину, давно и довольно успешно пропагандирует известный украинский исполнитель Андрей Данилко. И даже однажды в 2007 году занял 2-е место на Евровидении. За него, кстати, довольно активно голосовали россияне. По большому счету, Верка Сердючка от Кончиты Вурст отличается лишь наличием бороды. Так в бороде ли дело?